Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится с вами в вашей жизни за 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть. Ух ты! Ничего себе, у вас лотос вышел. Красиво. Лотос — это прям очень красиво. Какое-то удивительное событие произойдет. И еще, видите, ангел над вами склонился, ручками вас закрывает. От какой-то нечисти, дряни, от каких-то существ негативного окраса. Они к вам руки тянут, смотрите, оголделые, а ангел вас закрывает. Знаете, мои хорошие, в ближайшие 7 дней либо очень плохие люди, одержимые ненавистью, злобой, негативом, будут тянуть к вам свои грязные, злобные, черные ручки. Либо какая-то беда, беда, а ангел отведет. Просто с собой укроет, закроет. И беду не подпустят, не допустят, даже не позволят увидеть. Либо этих негативных людей, между вами и этими людьми, станет. Не подпустят к вам, не подпустят в вашу жизнь. Знаете, будете жить в этом как в блаженном неведении. Там вокруг вас мир рушится, а вы ходите, у вас все хорошо, вы улыбаетесь. Это так, знаете, условно говорю. Но с другой стороны, лучше так, чем портить себе нервы, жить в страхе, в переживании, дергаться, паниковать. Может, какие-то плохие новости до вас не дойдут, и вы не будете нервничать. Все будут ждать конца света, а вы ни сном, ни духом живете свою жизнь. Либо какие-то угрозы в виде каких-то негативных людей, от которых другие люди пострадают, а вы и знать об этом не будете. И зло это к вам не приблизится. Может быть, еще что-то. Но ангел вас закрывает, очень большой ангел, и ангел у вас как женщина. Может быть, родная душа, которая вас любит, и она вас от всего закроет. Также лотос показан. Он, видите, лотос красивый, прямо на линии жизни. Лотос — это всегда к счастью, к счастливым событиям, к счастливому решению, разрешению, к исполнению, к большим и очень позитивным переменам. У вас лотос, во-первых, большой, во-вторых, он расцвел, в-третьих, он на линии жизни лежит. Хотите верьте, хотите нет, но за будущие 7 дней что-то грандиозное и потрясающее произойдет в вашей жизни. Мне вообще идет, что что-то необычное начнется, невероятно положительное для вас, для вашей жизни, для вашего будущего. Мимо этого лотоса вы точно не пройдете, потому что он буквально у вас на линии жизни лежит. Так, еще будет много разговоров и ваших, и с вами кто-то будет говорить. Много чего будет обсуждаться. Вообще мне идет, что это какое-то обучение, либо делиться знаниями через коммуникации. Может быть, вы кого-то будете обучать, а может быть, вас кто-то будет обучать, а может быть, у вас взаимообмен идет. Но вам это полезно, вам это приятно, вам это полезно, вам это очень интересно. И тому другому человеку, либо тем другим людям это тоже приятно, полезно и интересно. Прям постоянные разговоры, каждый день говорите, либо переписываетесь, либо в мессенджере общаетесь. Прям много всего будет. Тут и самолеты запускаете, и дороги прорисовываете, и даже какие-то камни выкорчевываете. Хороший знак. Вообще очень похоже действительно на обучение. И сами учите, и сами обучаетесь. Либо вас учат, и у вас учатся. И туда играет информация, и сюда она играет. Главное, что во благо, а не во вред. Так, и еще с чем-то вы таким столкнетесь,
с чем раньше никогда не сталкивались. Для вас это будет какая-то новинка, открытие. Ну вот прям показывают нечто, от чего у вас глаза либо разбегаются, либо на лоб вылазят. Вы скажете, что это? Да? Вот сколько живу, впервые такое вижу, либо впервые с таким столкнулась. Интересное, необычное. Нужно познакомиться, нужно изучить, там, потрогать, попробовать, потыкать. Да? Ну, вот какой-то такой момент показан. Прям несколько дней будете ходить под впечатлением, либо будете озадачены этим новым. С левой стороны у вас это идет. Также с левой стороны показывают пауков, но эти пауки, они не к вам, а от вас. От вас. Отползают, уползают. Ну, пауки – это вообще манипуляторы, это какие-то скверные обстоятельства, еще моменты невезения показываются пауками. Но они отползают, уползают из вашей жизни. Мне еще идет, что вы какой-то выбор сделаете. Выбор, который, возможно, повлияет вообще на вашу судьбу. То есть вы делаете спонтанно и непроизвольно правильный выбор, что помогает вам от всей этой вот негативщины, нечисти избавиться. Да? И тут плохих людей не подпустят, и лотос зацветет, и пауки уползут. И вот с этим новым будете разбираться, изучать. Что вы сделаете, я не могу сказать, но явно что-то сделаете. Мне вообще идет, что вы как-то случайно, да, вот случайно делаете, даже не отдаете себе отчет и как перезапускаете что-то в своей жизни, либо наоборот, как открываете что-то в своей жизни новое, интересное. Так, мужчина с бородой, прям red flag. Мужчина с бородой, не верить, не слушать, не взаимодействовать, не доверять, никак этого мужчину к себе не подпускать. Борода может быть прям такая борода, длинная, пушистая. И также это может быть аккуратная оборотка такая, знаете, там в барбершопе выбритая. Вот, прям лучше с бородатыми дел не иметь, ни женщинам, ни мужчинам. Иначе будет потом обидненько. Да, обидненько, что вы не разобрались, подпустили этого человека к себе, либо поверили этому человеку. Человек оказался не тем, за кого себя изначально выдавал. Человек с бородой. Дальше показывают двух женщин. Вы вдвоем в едином порыве буквально через какие-то стены, заборы пробираетесь. Проламываете, вот вы проламываете эти стены, эти заборы, эти горы, и вы пробираетесь вдвоем. Может быть, вы подруги, может быть, вы родственницы, а может быть, вы просто две женщины, которые окажутся в одной ситуации, да, в одной проблеме на двоих, либо схожие проблемы. И вы знаете, друг друга поддерживая и мотивируя, опираясь друг на друга, вы сделаете невозможное. Вы вдвоем сделаете невозможное. Конечно, эта ситуация вас прям сроднит. Не просто сблизит, но сроднит. Если вы и так подруги, родственницы, то вы прям вообще там, знаете, не разлей вода. А если вы посторонние друг другу, то вы прям в этой ситуации, вы ее проживете, как будто бы жизнь проживете. Да? Вот прям сроднитесь тоже с этой женщиной, подружитесь очень крепко. Так, еще я вижу уши. В ваши уши очень много важной информации придет. Услышите, буквально, да, услышите то, что хотели слышать. Либо то, на что надеялись, либо то, что вам было необходимо узнать. Ваши уши, как эти локаторы, улавливают важную и нужную информацию. Либо ваши уши прям наслаждаются тем, что вы слышите. Может быть, какой-то разговор будет, да, либо с вами кто-то подойдет поговорить, и вы очень надеялись, что человек вам скажет именно эти хорошие слова, либо что-то приятное будет вам предлагать, положительное, и вы это услышите. Да? Услада для ваших ушей так идет. Но у кого-то отыграется, что вы хотели какую-то информацию получить, узнать, и вы ее вот услышите. Может быть, не от кого-то конкретного, но, например, в интернете, да, вот какое-то видео посмотрите, либо телевизор, либо вообще какие-то люди будут там рандомные общаться как раз на эту тему, и вы услышите именно то, что вам необходимо. Так, простуды. Ну, не знаю, что сезон простуд, наверное, начинается, да, потому что у кого-то горло, у кого-то общее физическое состояние, у кого-то
Прям, знаете, ломота какая-то пойдет. Но это сезонность, это не какая-то там злая закономерность, это сезонность. Скорее всего, люди болеют вокруг вас, опять же, вирусы летают, погода ухудшается, либо похолодало, да, организм был не готов, для организма это шок, может быть, да, но это прям не на слечь, а ну, вот пару дней, да, пару дней у кого-то там и одним днем пройдет, тем более Луна у нас убывает, а все, что на убывающую Луну происходит, очень быстро заканчивается. Так, мужчина с женщиной. Женщина впереди, мужчина позади. Женщина идет, гордо голову подняла, широко шагает. А мужчина мелкие шажочки делает, идет, вот весь скукожился. А женщина мужчину ведет какими-то стежками, дорожками, ну, не знаю, выручает, спасает, ведет туда, куда надо ведет. Мужчина всецело доверяет женщине, и он прям, знаете, ловит каждое ее слово. Если вы пара, если вы муж и жена, то у вас наконец-таки вот такие вот идеальные отношения сложатся, да? Мужчина буквально вот за вами идет, как ведомый, и всецело вам доверяет. Теперь он полностью в вас уверен, теперь у него нет ни малейшего сомнения в том, что вы там ошибаетесь, либо что-то не то говорите. Женщина этому рада, потому что женщина знает, как правильно. Женщина всегда мужчине правильно говорила, либо подсказывала, но мужчина, может быть, в силу своего характера не хотел слушать. А теперь все видите идеально, просто идеально. Послушный муж, жена, которая знает, что надо делать, все у вас сложилось, получилось. Если вы пара, то, скорее всего, вот этот момент, он, во-первых, все расставит по своим местам, да, здесь вот прям расстановка правильная идет, и все довольны, да, все довольны. И еще я вижу, что вы от какой-то тяжелой, как ноши, избавляетесь, тяжелая ноша. Что-то вы на себе тяжелое несли, что буквально уже практически еще чуть-чуть и сломало бы вам хребет. Тяжелая ноша, вы ее с себя сбрасываете, но не просто так, а потому что вы либо донесли, куда несли, либо вот здесь вы понимаете, что как я с этим разобралась, либо я это решила, либо я могу это сбросить на кого-то другого. Сказать, что вам станет легче, это ничего не сказать. Такого облегчения, такого удовольствия вы уже давно не испытывали. Что-то прям тяжелое сбрасываете. Может, и вправду, да, пойдете в магазин, там, накупите всякого нужного, а оно такое тяжелое, и вам придется это тащить домой. Принесете домой, бросите эти сумки и прям удовольствие получите, да, вот легко. У кого-то в прямом смысле, у кого-то в переносном, да, может быть, какая-то ответственность на вас была, может быть, вы переживали за какую-то ситуацию, как тяжелую ношу несли на себе. Ну все, донесли, сбросите. Вот это самое главное, что вы должны знать. Дальше. Вам удастся достучаться до того, кто спрятался в скорлупе. Знаете, вот как человек в скорлупу спрятался, все, я в домике, да, не подходите. А вы прям стучите очень настойчиво, пытаетесь что-то донести до этого человека, либо, в принципе, вызвать этого человека на разговор. И вы знаете, вам удастся. Пусть это будет не сразу, пусть не одним днем, но все-таки вы своего добьетесь. Вас услышат, вас выслушают. И вообще мне идет, что это взаимодействие, оно, во-первых, состоится, во-вторых, оно будет очень положительным для вас. То есть, как бы то, что задумали, то и исполните. До кого-то достучитесь, кто-то выйдет из своей шкарлупы этой. Может быть, даже какой-то человек, который, например, занимает должность, который был глух к вашим просьбам, к вашим желаниям, который от вас закрылся этими кабинетами, дверями, да, и нельзя было прорвать эту оборону и дойти, и поговорить, и объясниться. Ну вот вы добьетесь, вы своего точно добьетесь. У вас все получится. Так, еще я вижу вас с вилкой и с ложкой. Причем ложка у вас огромная, а вилка у вас такая, знаете, ну, вполне себе естественных размеров. Вилкой вы кого-то колите, и этот кто-то вам в ложку, ну, вот как насыпает, да. Ну, тут тоже, да, такой момент, что вот придется кого-то дергать, либо колоть, напоминать о себе для того, чтобы вам в ложку насыпали, накладывали. Вот. Ну, а что, такая жизнь, да. Надо вертеться, надо
что-то придумывать, изобретать, о себе напоминать, да, чтобы получать. Может быть задержка, либо попытка вам что-то задержать, но вы вилочкой так тык-тык, и человек такой: да-да-да, хватит меня колоть, я даю. Может быть, знаете как, всем зарплату не дадут, а вам дадут, потому что вы пойдете и скажете: так, не дай бог зарплаты не будет, сразу иду там жалобу писать куда надо, да, либо еще что-нибудь сделаю. Человек такой: да-да, конечно. Кстати, у кого-то еще отыграется вилка как инструмент зарабатывания. Да, может быть, вы вот инструментом поработаете и прям себе заработаете, да? Почему бы и нет? Может, вы печете на заказ, либо еду готовите, да? Запросто может быть. Так, и еще с детьми у вас тут что-то связано. С детьми куда-то ездить, ходить, о чем-то договариваться и галочки будете ставить. Ребенок просто в восторге от вас. Будь вы мама, папа, либо бабушка, дедушка. Ребенок, просто вы герой своего ребенка. Прям охает, ахает, улыбается, спасибо говорит. Ну а для вас это прям душа радуется, да, потому что ваш ребенок счастливый. Да, галочки поставите, причем здесь 2 галочки стоят. Причем достаточно крупные галочки, я вам скажу, это так, не мелочь. Дальше. Какой-то человек вам свое везение передает. Если вы женщина, то это будет мужчина. Если вы мужчина, то это будет женщина. У человека идет период везения, и этот человек вам что-то даст. Ну, буквально, не знаю, конфетку даст, какую-нибудь там бумажечку даст, что-то от себя даст, вот из рук в руки передает. И вы знаете, вам в тот же день, либо в ближайшие там несколько часов тоже повезет. Он прям как передает вам свое везение, либо заряжает вас своим везением. Так что там, где везунчики, там и вы, да. И если вам что-то дает везунчик, берите обязательно, вам пригодится, 100% пригодится. Дальше. Кактус, цветы. На кактусе какие-то мелкие цветочки. Кактус расцветет. Кактус — это человек, который колючий, необщительный, неконтактный, который, вы знаете, такой вот прям где-то в сторонке стоит и на всех бурчит, да, вечно всем недоволен, как что начинает колоться. Мелкие цветочки. Либо этот человек будет в прекрасном расположении духа, либо между вами и этим человеком какие-то прям переменки происходят в лучшую сторону. Да, человек вас выделяет, лучше к вам относится, не знаю, здоровается, что-то для вас делает, тоже может быть хороший знак. Еще показано, что вы какой-то смастерите, как щит, наверное, да, щит, чем можно себя закрыть, да, защитить, щит, скорее всего. Смастерите из каких-то подручных материалов, как там слепило из того, что было, и вы знаете, прям работает, держит удар, держит. Какие-то сможете то ли осколки, то ли мелкие камни отбить, да, не допустить, чтобы в вас попало. Ситуация, когда вам нужно будет быстро что-то предпринять, чтобы защитить себя. И вы буквально вот в этой, ну это не эйфория, это скорее всего в адреналине, да, в этом адреналине вы придумаете что-то, что потом будете использовать и другим советовать. Как можно себя оградить от каких-то неприятностей, как можно себя оградить от каких-то поползновений в вашу сторону. Слушайте, прям какой-то ноу-хау, интересный момент. Если не сложно, напишите, вернитесь к этому видео, когда это случится, и напишите, что вы такое придумали. Может быть, другим людям тоже будет полезно, да? Как подсказочка другим будет. Но если не сложно. Если сложно, либо времени нет, никаких претензий, да? Дальше. Я вижу, что у вас какой-то романтический момент тут показан. Романтика ничего не предвещает, но романтика произойдет. Вместе куда-то с любимым человеком пойдете, либо любимый человек вам, не знаю, там сказку устроит, праздник подарит.
там, не знаю, премию получит, поведет вас в ресторанчик, да, и там все будет максимально романтично. А может, и дома что-то романтичное организует. То есть вы там в делах, в заботах, в проблемах, там, в решениях. И тут вы приходите, а ваш любимка вам тут романтик устроил, либо тащит вас куда-то, где романтик есть. А также, мои хорошие, в пылу борьбы, вашей вот повседневной борьбы, какой-то мужчина романтично начнет к вам проявляться, звать вас на свидание, там цветочки вам носить. Ну, прям, знаете, мимимишный мужчина. С одной стороны, это приятно, и у вас сердечко радуется, но с другой стороны, вы такая: ну, мне же некогда, мне же нужно бороться, мне же нужно решать, достигать. Немножко, знаете, как со временем не подгадал, да? Немножко вот разрываетесь вы. То есть будете сидеть в романтичной обстановке, но думать о каких-то проблемах. Да, у кого-то даже такой момент произойдет. Вот здесь показывают человека, который вам соврал, причем, возможно, не один раз. И этот человек пытается, ну, то ли признаться, то ли выкрутиться. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы уже знаете, что человек соврал, и вы прям прижмете к стенке, и человек будет выкручиваться, как ужик будет себя вести. А у кого-то отыграется, что человек соврал, вы об этом не знаете, но человека совесть мучает, и человек будет как-то находить слова, чтобы не то чтобы признаться, но оправдаться перед вами, вдруг вы там что-то узнаете, да. Как-то вести себя будет максимально странно, непонятно, и вы такая: я ничего не понимаю, что ты от меня хочешь, что ты мне говоришь, да, и вот эти все твои попытки увильнуть, какие-то они очень максимально странные. Даже голова может от этого человека разболеться. Дальше ребеночек маленький, прям такой, знаете, грудной ребеночек. Ну, это какое-то диво идет, диво, чему-то дивиться будете. Случится то, чего не ждали, не прогнозировали. Тут, в принципе, наверное, никто не ждал, а вот оно произойдет. Ну, с правой стороны, то есть это что-то хорошее и благополучное. Вам как будто бы этого ребеночка в руки передают, и вы такая: ничего себе, ребеночек. Да, диво, это не про детей, это про диво. То, чего никто не ждет, то, чего вы, конечно же, не ждете, вот оно именно и произойдет. Дивиться будете. Это неплохо, это неплохо. Это такой, знаете, элемент неожиданности, приятной неожиданности. Так, еще вам тут советы, рекомендация не оправдываться. Не могу сказать, что за ситуация, ведь вы все разные. Возможно, какие-то обвинения в вашу сторону, возможно, какие-то претензии, возможно, кто-то захочет, там, не знаю, там что-то вам предъявить в виде там досужих сплетен, либо каких-то фривольных разговоров. Вам нельзя оправдываться, потому что как только вы начнете оправдываться, человек прям уверует в то, что это все правда, и начнет давить. Вот, давить начнет. Вот. А если оправдываться не будете, проигнорируете, либо сделаете вид, что, ну, типа, вообще об этом говорить не хочу и не буду, то человек пойдет на попятную. Да, ни перед кем не оправдывайтесь, даже не пытайтесь. Все, уходите от этих разговоров, либо делаете демонстративно вид, что вообще вы в шоке от того, что вам такое предъявляют, и вы не желаете об этом говорить, потому что это бред. Да, чтобы вас все-таки не давили, не надавили на вас, чтобы не пришлось потом еще больше оправдываться, да? Без вины виноватой, чтобы вас не сделали, либо виноватым. Это очень важно. Так, смотрите, какая вам тут единичка идет. Ну, прям красота. Единичка и скобочки. Непререкаемо, недосягаемо, недоступно другим. Ваша единица. Вы где-то в чем-то станете номером один. Займете первое призовое место. Успеете первым. Да? То есть другие люди на такое не способны. И в принципе, даже если будут очень сильно стараться, у них не получится. Вы единичка еще и в скобочках. Неприкасаемая, неоспоримая. Да? Вот так мне идет. Хоть вы к этому и не стремитесь, но у вас это получится. Самопроизвольно получится. А может быть, вам по судьбе, да, именно в этой ситуации, именно в это время, именно в этом деле стать вот единичкой. Да, аж голова закружится, но потому что вы этого не ждете.
И для вас, возможно, это какое-то редкое событие, да, не так часто вам удается быть номером один, а тут вы прям неоспоримо номер один. Хороший знак. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.